Пиками. Молодец. Николай Спичак 3 года мечтал завести собаку. К такому решению отнесся крайне ответственно. Изучал и общую кинологию, особенности породы Кани Корса. Сейчас Портеру 3 года. Еще щенком собака перенесла серьезную психологическую травму. На него набросился агрессивный пес породы Джек Рассел. Тот был на самовыгуле без поводка и намордника. Сейчас собака уже в обиду себя не даст. Но с подобным Николай с Портером встречаются часто. Собаки на самовыгуле, агрессивные, да, регулярно, то есть раз в неделю стабильно. Это как раз вот бывают и маленькие собаки, ну, либо не сильно крупные, то есть там чуть поменьше овчарки. Крайне агрессивные, но учитывая то, какая порода у меня собаки, пес сторожевой, он не убегает, то есть это может кончиться дракой и нехорошими последствиями, скажем так. Новые требования как раз и коснулись проблемы самовыгула. Согласно дополнениям, в населенных пунктах гулять с собакой можно только с использованием поводка и намордника. Есть в законе и понятие «свободный выгул». Это значит, что собака может резвиться без намордника, но только за городом и под контролем хозяина. В приюте для собак «Друг» около 300 собак. Но даже здесь не пренебрегают элементарным правилам. Выгуливать животных волонтерская группа 2 раза в неделю и только на поводке. А попадают сюда, как правило, те, чей выгул хозяева пустили на самотек. Заблудившихся или травмированных отлавливают и привозят сюда. Именно поэтому в приюте считают, что проблема далеко не в бездомных животных. Гуляют самовыгульные хозяйские собаки, так что чем жестче будет закон по отношению к ним, естественно, тем будет лучше. А потом кусаются ведь не бездомные животные, а кусается хозяйская собака, за которой есть хозяин за спиной. Она свободно нападает, агрессирует, кусает. А бездомные собаки что? Ей найти кусочек еды, где-то спрятаться в теплотрассу. Одно из дополнений – теперь все домашние животные должны быть зарегистрированы и промаркированы. Это значит, что в случае, если собака вдруг убежала, найти ее владельца будет нетрудно. Однако и промаркированных псов хозяева из приюта забирать не торопятся, но это уже совсем другая история. Новые дополнения затронули и соблюдение интересов других граждан. Теперь о своем желании завести собаку нужно заявлять собственникам многоквартирного дома, в котором проживаете, и в последующем контролировать поведение питомца в местах общего пользования. Если мы берем там любые породы собак, крупные, да, вот если выходить за рамки, то тоже должно быть согласование с жильцами дома. Если никаких вопросов не вызывает, то, пожалуйста, без проблем. Потому что мы прекрасно понимаем, зачастую бывают у нас дома, где содержится не одна собака, а 9 крупных пород собак в одном доме. Это очень тяжело. Те, кто сам не хочет быть более дисциплинированным и воспитывать свою собаку, придется заплатить. Штрафы в новой редакции, кстати, увеличили. Екатерина Родина, Артем Соколов, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.